Своей главной стратегической целью руководство градообразующего предприятия считает устойчивое развитие, которое возможно при комплексном решении экономических, технических и экологических задач, вопросов развития персонала и охраны труда, а также при обеспечении социальной стабильности на комбинате. В этом отношении прошедший год не стал исключением. За 2015 на Сибайской обогатительной фабрике переработано более 1,5 миллиона тонн руды. При этом загрузка производственных мощностей составила 69%. На подземном руднике пройдено более 5000 погонных метров горных выработок. Сумма выпущенной товарной продукции равна 6,5 миллиардам рублей. Примерно настолько же была реализована готовая продукция. Ну а чистая прибыль по итогам деятельности предприятия насчитывает более 88 миллионов. При этом главная нагрузка легла на основные производственные площадки предприятия. Это в первую очередь обогатительная фабрика, где на нескольких стадиях происходит дробление и измельчение руды. На этом этапе главная задача рабочих флотаторов – получение медного концентрата с наименьшими потерями. В последние годы новые технологии позволили максимально автоматизировать процесс флотации, повысить качество концентрата и процент извлечения из руды полезных компонентов. С недавнего времени фабрика выпускает 19% медный концентрат. Это значит, что содержание меди в тонне продукции теперь не меньше указанной цифры. В наши обязанности входит получение конденсационного медного концентрата, цинкового концентрата с минимальными потерями. Не подвести шахтеров, горняков, которые добывают, перевозят руду, чтобы как можно меньше были потери и, соответственно, качественный медный и цинковый концентрат. Привозят руду, дробят, измельчают. Мы подаем реагенты соответствующие. Ну, конечно, стараемся с реагентами аккуратно работать, чтобы минимальный расход был реагентов, извести. И, при этом получить минимальные потери меди и цинка постами. Так вот. Следим за подачей реагентов, извести, подачей руды на секции. Работала в цеху лет 6, наверное. Потом, перевели сюда. Мне очень понравилось. Естественно, знания нужны. Нужны знания, специальность нужна. Здесь у нас находится все оборудование, отслеживаем оборудование, следим за переработкой, ФСО, следим за графиками, чтобы не было никаких поломок. Оборудование всегда работало. Градообразующее предприятие вот уже несколько лет реализует программу энергосбережения. В ее рамках только в последние годы на площадках комбината появились 3 современные блочно-модульные котельные. 2 из них мощностью 7,9 и 2 мегаватт действуют на промышленных площадках подземного рудника. Самые мощные 10,5 мегаватт расположены на территории обогатительной фабрики. По словам руководства энергоцеха, строительство и эксплуатация современных котельных позволило предприятию сократить затраты в разы. К примеру, расходы на эксплуатацию старой котельной на руднике ежегодно исчислялись в 8 миллионов рублей. Ну а с современным оборудованием таких трат, конечно же, нет. А еще оно полностью автоматизировано и тем самым безопасное. По итогам 2015 года котельная выработала 15 581 гигакалорию. Стоимость 1 гигакалории составляет 1851 рубль. При внештатных ситуациях или аварийных установлен GSM-модем Ксетал, который главным специалистом энергоцеха отсылает СМС-сообщения. Также информация выводится на систему диспетчеризации участка газоснабжения. В 2015 году предприятием выполнены все планируемые мероприятия, которые позволили нам сэкономить электроэнергию и вообще средства на приобретение энергоресурсов. Основным из мероприятий можно назвать внедрение новой компрессорной станции. В итогах года за счет этой компрессорной станции мы сэкономили больше 11 миллионов рублей. Можно сказать, что по итогам года компрессорная станция уже полностью окупила средства, затраченные на приобретение и монтаж. Хороший эффект дают наши новые котельные установки, модернизированные котельные. По реализации программы по итогам года эффект будет порядка 50 миллионов. Помимо того, что на предприятии реализуется ряд программ по расширению производственных мощностей, осваиваются прогрессивные технологии в области горнорудного и обогатительного производств. Немалое внимание уделяется социальной составляющей подготовки квалифицированных кадров. В рамках запланированных мероприятий по оказанию благотворительной помощи детским организациям было направлено свыше 720 тысяч рублей. Более миллиона потрачено на оздоровление 149 детей работников предприятия в период летней оздоровительной кампании в лагерях Здравницы Зауралья.
Филиал уделяет большое внимание подготовке квалифицированных кадров, имея лицензированный учебно-курсовой комбинат, ведущий подготовку и переподготовку кадров по рабочим профессиям. Заключены договоры с Уральским государственным горным университетом, Магнитогорским государственным техническим университетом и Сибайским многопрофильным профессиональным колледжем на подготовку специалистов для предприятия. Порядка 20 человек, молодых людей, детей наших работников, мы направили на обучение по целевому обучению. Магнитогорский горный институт, Уральский горно-металлургический университет. Порядка 180 работающих прошли обучение в техническом университете УГМК. Это позволяет поднять квалификацию работников. В целом ситуация на предприятии у нас нормальная, укомплектованность персонала практически 100%. Недостатков в кадрах, больших недостатков в кадрах мы не ощущаем. Как уже было отмечено, Сибай – город горняков. Судьба каждого второго жителя нашего города так или иначе связана с комбинатом. Поэтому неудивительно, что значительную часть пенсионеров и ветеранов составляют бывшие работники городообразующего предприятия, которым, кстати, уделяется особое внимание. 2000 ветеранов, в том числе 10 участников Великой Отечественной войны, 94 труженика тыла сегодня ощущают поддержку. Порядка 100 человек у нас отдыхают в санатории-профилактории. Это очень важно. При нынешних условиях они поддерживают свое здоровье. Людям выписываются местные газеты, Сибайский рабочий и Атайсал. Получают ко дню пожилых определенные денежные подарки. Прошедший год был годом, как вы знаете, 70-летия победы над фашистской Германией, и вся наша работа строилась в этом направлении. Работниками, Совета ветеранов были проведены посещения всех наших участников войны. Мы знаем их запросы. За это время, помогали им в некоторых вопросах, но помощь идет со стороны, естественно, комбината. Это лишь малая часть всего того, что предпринимается руководством городообразующего предприятия для улучшения жизнедеятельности своих работников, ветеранов и, конечно же, жителей нашего славного горняцкого города. В будущем Сибайский филиал Учелинского горно-обогатительного комбината планирует также продолжить свою работу в данном направлении. К примеру, на 2016 год предприятием запланирована добыча в объеме около 1,5 миллиона тонн руды, реализация товаров на сумму более 6 миллиардов рублей, инвестиций порядка 600 миллионов. Такие результаты даст, конечно же, экономия ресурсов, строгая исполнительная дисциплина, эффективный труд. Эти известные рецепты под силу выполнить каждому на своем рабочем месте. Елена Афанасьева, Абдулхамитов, Дамир Хайбуллин, Карпова, телекомпания СТВ.